Знаешь, Алсу, я вот сколько живу, сегодня перестаю удивляться. Вот в нашей стране все наступает неожиданно. Даже снег выпадает внезапно, без всякого предупреждения. Вот все-таки вероломная у нас природа, да, не поддается ни прогнозам, ни планированию. Руслан, но серьезно, не согласна с тобой. МЧС каждый день нас о чем-то предупреждает, присылает СМС, но паводок приходит и топит, пожары вот съедают леса, вот угадывай, не угадывай. Ну это же не кофейная гуща, чтобы на ней гадать, да. Для нормальных прогнозов нужна точная информация, тем более в наш век полной победы научно-технического Руслан, прогресса. Ну, так я вот про это и говорю. Насколько точны эти прогнозы? Почему мы до сих пор страдаем от стихийных бедствий? Вот давай сегодня поговорим, честно поговорим с нашими гостями и экспертами, насколько мы умеем делать выводы из прошлого, да, и извлекать уроки для будущего. Давай поговорим. Паводок этого года в Башкирии стал настоящим испытанием для людей и властей. Я была в ночнушке, сын был в трусах. Хватает ли нам сил и ресурсов контролировать стихию? Очень много ущерба было причинено природе. Большая вода и огонь. Честно говоря, о выводах и уроках чрезвычайной природы. Весна радует в этом году ранней теплой погоды. Но в этом, оказалось, есть и свое коварство. Резкое таяние снега, ледяные заторы и, как следствие, вода в жилых зонах там, где ее вовсе никто не ждал. Паводок этого года в Башкирии стал настоящим испытанием для жителей, властей и спасателей. Пока люди подсчитывают ущерб от большой воды, в Башкирии установилась жаркая погода без осадков. И, как следствие, начались пожары. Горят леса и сухая трава на полях. Конечно, не без участия человека. Как вообще в республике контролируют природную стихию? Хватает ли сил и ресурсов? Какие сделаны выводы из прошедшего паводка? И какие прогнозы ждать на ближайшую перспективу? Эти и другие чрезвычайные вопросы мы обсуждаем сегодня в прямом эфире программы «Честно говоря» вместе с Алсу Сликаевой и нашими гостями в студии. Итак, представлю их. Эдуард Идрисов, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, полковник внутренней службы. Вилорий Угаров, глава Уфимского района, который в этом году пострадал серьезно от большой воды, от паводка. И Кирилл Первов, первый заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС, по чрезвычайным ситуациям. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну, какие уроки мы извлекли из паводка? Давайте сначала посмотрим сюжет, чтобы вспомнить, как это было. За неделю с 5 апреля, по данным Госкомитета по ЧС, в воде оказались сразу 106 домов и 3 сотни приусадебных участков. Большинство обращений поступило из Бишбулякского, Уфимского, Кушнаренковского, Кармаскалинского и Давлекановского районов. Люди теряли имущество и скот. Кого-то пришлось даже спасать на руках от разгула стихии. Но к середине апреля большая вода только набирала силу. Для жителей села Месигутово это обернулось нешуточными последствиями. Какое-то время десятки людей остались один на один со стихией, без газа и электричества. Ситуация оказалась настолько сложной, что на место приехал и глава Башкортостана Ради Хабиров. Надо выкачать. Соответственно, сейчас уже Уфа сюда пригонит технику, какую нужно. Там вы, пока пусть кто-нибудь вас пишет, если нужно, значит, для поставки воды, пожалуйста, мы емкости с водой с Уфы. Вот Уфа уже в течение часа подготовимся и выйдут сюда. Впрочем, нашлись и те, кого половодье даже немного забавляло. В поисках адреналина несколько любителей бездорожья решилось проехаться по, мягко говоря, сложному маршруту в Иглинском районе. Итог более чем ожидаем. Колонна встала. Экстремалы начали звать на помощь спасателей. Вот это вообще не смешно. Мы шишигу утопили. Вот мимо. Но не только сотрудники МЧС оказывали помощь населению. Например, в Белорецком районе жители деревни Осы спасали саперы. Подрывать пришлось ледовый затор на реке Инзер. Из уфимцев, пожалуй, самые подготовленные – это жители кооперативной поляны. Выражение «плавали знаем» тут говорят как раз сознанием дела. Свыше 50 домов кооперативной поляны оказались затоплены, эвакуированы были 2 человека. Это Ленинский район Уфы. А вот эта дорога ведет в поселок Казарес. Добраться туда еще несколько недель назад можно было на личном автомобиле, ну или миновать участок дороги, на котором я сейчас нахожусь, в резиновых сапогах. Но сейчас вода поднялась и буквально разлила здесь все в округе. Но людей это не останавливает. Как видно, некоторые пользуются лодками, чтобы добраться домой. Своего рода местные Робинзоны Крузо.
На часах нет и 7, а группа спасателей на катере уже заступила на смену. На спецсудне они курсируют участок реки Белой от Нижегородки до поселка Казарез. В случае паводка, как сейчас у нас на данный момент паводок в поселке Казарез, там у нас получается порядка 106 домов. Люди отрезаны, получается, от города, там перелило реку. Но и в случае необходимости мы можем также оказать помощь населению для спасения людей. 30 апреля в МЧС Башкирии официально заявили о том, что пик паводка пройден, вода пошла на спад. Реки республики постепенно выходят на летний уровень воды. Ну, вот такая краткая хронология событий, да, все мы их хорошо помним. Вилорий, скажите, пожалуйста, насколько вот большая вода под Уфой стала неожиданностью? Ну, действительно, этот год был достаточно тяжелый в плане встречи половодья. Наверное, очевидцы вот говорят, такое наводнение было пару десятков лет назад. Единственное, наверное, вот можно исключение привести, это 3 года назад, когда у нас затопило Зубово, когда примерно при такой же аналогичной ситуации, при промерзшем грунте пришло резкое тепло. И вода... Ну, у вас были населенные пункты в районе, которые вода не приходила, ну, десятки лет. Да? Например, да. Булгаково, да? Булгаков в 1985 году последнее подтопление вот примерно такого уровня было. И мы, в принципе, не ожидали в том плане, что мы капитально провели реконструкцию моста, подняли его высоко. Раньше, если лед скапливался вместе и получался затор, и река разливалась, то мы рассчитывали, что уже последующие годы такого не будет после реконструкции моста. Но оказалось, что стихия преподнесла и здесь сюрприз. У нас 3 коллективных сада, это порядка 700 садов, было отрезано от жизни, у них полностью размыло мост там. Вилорий, скажите, пожалуйста, вот честно говоря, да, вас удовлетворила как хозяина района, как главу района координация сил, средств, совместная работа с МЧС? Да, конечно. Мы вообще, органы местного управления, они в первую очередь работают на предупреждение, на профилактические мероприятия, а уже основная нагрузка ложится на Главное управление МЧС Российской Федерации, на Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайной ситуации, которые нас обеспечивали практически постоянно техникой, откачкой воды. То есть это огромное спасибо. Понятно, понятно. Эдуард, вот честно говоря, да, первые дни у многих сложилось впечатление, что это стало неожиданностью. И, возможно, чрезвычайные службы не были готовы серьезно к этому. Так ли это? Ну, не совсем так, да. Погода, конечно, как Вилорий Петрович уже сказал, внесла свои коррективы. Силы и средства башкирской территориальной подсистемы, как я уже говорил, взаимодействие с комитетом, были предупреждены, и мы свои мероприятия планировали. Просто все развивалось настолько стремительно? Мы планировали все противопаводковые мероприятия в соответствии с указом главы Радия Фаридовича на основе прогнозов, которые были до нас доведены Башгидрометом. Но природа внесла свои коррективы. Аномальная жара была в начале у нас паводковых явлений, да? То есть, соответственно, был резкий подъем воды. Но, несмотря на это, чрезвычайных ситуаций не было допущено. Да? То есть нужно делить на несколько этапов, да, подготовку к весеннему половодью. То есть это заблаговременно, исходя из анализа прошлого половодья, мы уже готовили превентивные мероприятия. Плюс реагировали на те ситуации для того, чтобы минимизировать. И когда вы увидели, что ситуация осложняется, да? Вы уже подтянули дополнительные какие-то силы и средства? Да, в готовности, я еще раз повторюсь, это силы и средства башкирской территориальной подсистемы были в количестве около 20 тысяч человек. 20 тысяч человек. Да. Спасибо. Кирилл, скажите, пожалуйста, то, что касается прогнозирования, да, профилактики, насколько это было сделано добросовестно и достоверно? Ну, как Эдуард Милович уже ответил, мы получаем информацию от Башгидромета, и здесь нужно разделять прогнозы. Да? То есть есть краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Если говорить о долгосрочном прогнозе, который был дан на период половодья, да, и то, что будет у нас уровень рек на уровне среднем многолетних значений, да, и как раз в рамках этого долгосрочного прогноза было указано, что возможно такие резкие подъемы уровня воды в случае затороопасных явлений и дружного развития половодья. И как раз, когда в начале апреля мы получили краткосрочный прогноз, что будет резкий подъем
Температура. Кирилл, краткосрочный прогноз, чтобы мы все понимали, это день, два, полдня. Краткосрочно это 2-3 дня. Это как раз 2-3 дня. Это я могу сказать, что это, скажем, наиболее точно, да, потому где что самая мы помним, высокая что в те дни все развивалось, ну, прямо стремительно. Ситуация менялась, ну, вот каждый день. То есть то, что температура будет резко повышаться, прогноз был где-то дан за 2 дня. Эта информация была доведена до муниципальных образований, до служб. Это Центром управления в кризисных ситуациях, там, где было необходимо, в том числе и с использованием СМС-оповещений. Да, все мы знаем, когда такие... Мы еще попозже об этом обязательно поговорим. Ну, вот, конечно, многих наших зрителей интересует вопрос возмещения ущерба, нанесенных паводком. Вот история из Дуванского района. Семья с ребенком, с родственницей-инвалидом уже потратила 150 тысяч рублей на восстановление дома после большой воды. Давайте посмотрим, обсудим. Я зашла, уже почти, у нас в садке уже, как я зашла, детей быстро, мы даже не успели одеться, я была в ночнушке, дети, сын был в трусах, сестра у меня ДЦП, она очень плохо ходит. Я ее подняла, вышли, уже у нас в садке вода стояла. Я детей посадила, сестру посадила и уехала. Подруги, их оставила, за 20 минут я уже не смогла попасть к себе домой. Вы ущерб подсчитали свой примерно? Во сколько оцениваете? Где-то на 200 тысяч, 200 так. Мы провели, если конкретно касается этой семьи, в частности, откачку воды со двора, территории, получается, огородов, скважин, из-под пола. Затем была обеспечена доставка воды, поскольку скважины были стоплены. Первостепенное мероприятие. При ликвидации последствий предоставлен был транспорт. Они, согласно действующему законодательству, обратились в Министерство труда и социальной защиты. Пакет документов, их помощь, наша помощь был собран и передан в нужную инстанцию. Ну, больше им вообще, по идее, никакие выплаты не положены, да, кроме вот этих 5000? Ну, на сегодняшний день пока законодательство только так у нас. Петрович, ну вот жители Уфимского района почитали свои ущербы, как-то к вам обращались за помощью? Несмотря на то, что в ряд домов вода зашла и большое количество придомовых территорий было затоплено, ну вот, наверное, скромность наших людей, к сожалению... А на что вообще реально они могли бы рассчитывать, да? Ну, рассчитывать могли только на благотворительную помощь волонтеров, какого-то небюджетного источника, который мы могли бы привлечь в данном случае при оказании помощи. А вот максимальная денежная компенсация, она вот не превышает 5000 рублей, да? Да, совершенно верно. У нас вот история с садоводами, она, вот там было очень много обращений, я, как говорил, уже порядка 700 участков, у них размыло мост. Вот здесь мы привлекли внебюджетные источники, порядка 500 тысяч рублей было израсходовано на приобретение 5-9-метровых труб диаметром 820 и уложено для того, чтобы восстановить. Мы правильно понимаем, что для подобного возмещения можно использовать только внебюджетные источники? Совершенно чтобы верно. у зрителя тоже было правильное понимание, что из бюджета нельзя просто так взять деньги и отдать им, при всем желании им помочь. Кирилл Петрович, скажите, но понятно, вот частные случаи, а какой ущерб был нанесен сельскому хозяйству, дорогам? Ведь паводок на это тоже повлиял? Да, совершенно верно. Ну, могу сказать, что 19 муниципалитетов в целом у нас в республике пострадали от весеннего половодья. Сейчас как раз проводится работа по уточнению ущербов, да, и как Радий Фарич поручение соответствующее дал, данная работа будет оценена и проведен соответствующий анализ на итоговом заседании противопаводковой комиссии, как раз где будут подробно разобраны те действия, которые
силы, средства проводили, да, как действовали муниципалитеты, и это проводится для того, чтобы... анализ, да, имеется в виду? Анализ для того, чтобы в будущем как раз не допустить тех ситуаций, да, и предусмотреть уже в последующие годы какие-то дополнительные мероприятия. Например, это вот берегоукрепление, вот как раз об этом сейчас давайте поговорим, да, Эдуард. При всем уважении к Госкомитету по ЧС, при всем уважении, все-таки основные силы и средства у федерального МЧС. Примерно, мы так понимаем. Мы сейчас не будем обсуждать разделение зон ответственности, потому что это общая работа, совместная работа, иначе эти проблемы не решить. Вот скажите, пожалуйста, где пролегает зона ответственности, допустим, между муниципальными образованиями и МЧС, ну, допустим, в части оформления заявок на подрыв льда на реках? Заявки формируются, да, в соответствии с прогнозом. Вообще наблюдение за паводками идет у нас на протяжении более 50 лет. И вот эти затороопасные участки, то есть... Они, в принципе, все известны. Все известны, да. Ну, этого года у нас было 33 затороопасных участков на основе наблюдений. Соответственно, муниципалитеты делают заявки. Кому они направляют эти заявки? Там же есть какая-то процедура, да? Да, эта процедура заблаговременно делается. Ради Фаридович обратился в войсковые части, то есть заблаговременно были подготовлены, заключены соглашения на подрывные работы. И при необходимости, то есть вот на всех 33 участках, которые мы планировали, необходимости не было. То есть оно плавно вода сошла. Но где-то проводили превентивные мероприятия для того, чтобы... Эдуард, можно такой вопрос, да, меркантильный? Скажите, пожалуйста, а вот помощь военных, она должна оплачиваться? Взрывчатка и их работа? Но это уже... Или это решается в рабочем порядке? Вот этот вопрос я не могу сейчас обсуждать. Я могу, как бы, это комитет могу лучше, наверное. Да. Здесь на самом деле ситуация такая, что есть определенное количество организаций, которые имеют лицензию. Кирилл, коротко, да или нет? Коротко. Смотрите, а вот для этого нужно Если понять. коротко не получится, давайте тогда лучше. Это будет коротко. Есть определенное количество организаций, которые имеют лицензию на проведение взрывных работ, и которые могут проводить. Их всего у нас в республике 4. И они имеют право выезжать только в определенную зону ответственности. Вот как раз там, куда они не имеют права выезжать, там нам оказывают помощь военные, они ее оказывают безвозмездно и очень оперативно. И мы как раз хотели бы поблагодарить, что в этом году они это сделали действительно там, в течение часов. Выехали в сухом остатке, безвозмездно и оперативно. Безвозмездно. И, между прочим, даже рискуя своим здоровьем. Иногда. Не только здоровьем. И итоги паводка подводят не только муниципальное образование и чрезвычайные службы, но и другие причастные к этому ведомства. Давайте посмотрим их мнение, что они говорят. На сегодняшний день ситуация, как я уже сказала, находится на контроле управления, продолжается сопровождение. И если говорить, например, о важных моментах, то это в первую очередь контроль качества питьевой воды, которая подается населению. На территориях, которые подверглись подтоплению, а их порядка 17 муниципальных образований, Центром гигиены и эпидемиологии совместно с управлением отобрано более 200 проб питьевой воды, из которых 110 проб – это пробы из частных скважин, из частных скважин населения. На сегодняшний день на контроле управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан остаются мероприятия, которые должны быть проведены в послепаводковый период, а это в первую очередь санитарная очистка территории от мусора, оставшегося после паводковых вод, а также проведение дезинфекционных мероприятий и обработок от грызунов и насекомых. У нас нормально прошел паводок по нашим-то данным и по предупреждениям, тем более от 7 апреля заранее же тоже всех предупредили, поэтому ничего такого сверхъестественного не было. И паводок-то он был, в принципе, близкий к средним многолетним и чуть выше. Вот на степных реках на 50 сантиметров. Вот единственное только вот Уршак. Из-за того, что, ну, наверное, толстый лед, осенью воды было мало, а лед-то промерзание раз было больше, чем в прошлом году, и вообще в пределах ниже норм, ну, больше нормы, вернее, промерзания было. Еще в 70-х годах прошлого века советские ученые, значит, так скажем, изобрели, что ли, систему определения запасов воды в снежном покрове. Это авиационная гамма-съемка, так называемая. Самый точный механизм, который существует в мире и на сегодняшний день по определению запасов воды в снежном покрове. То есть, и
он вот за эти 3 года, значит, результаты были таковы, что по некоторым бассейнам некоторых рек, предположим, Сим, Инзер, Нугуш, значит, у нас была разница с прогнозными значениями гидромета. Они ручную снегомерную съемку делают, выполняют. То есть у них маршруты свои, они там эту работу выполняют. До 20-30% разница была. В 2018, 2019, 2020 годах 3 года мы эту работу выполняли. То есть не мы, а это Министерство природопользования и экологии. Ну, эта работа стоит денег определенных, конкретно 10 миллионов. Ну, вот я даже не могу понять, почему же в нашей республике эту работу не выполняют, хотя эффект от нее достаточно серьезный. Ну, вот, собственно, мы услышали от Виталия Тюра, известного в своей сфере специалиста, о том, что есть определенная разница в прогнозировании, до 30%, по его словам, да, и в определенном дефиците финансирования. Вот, Кирилл, наверное, вопрос к вам, да? Вы можете это прокомментировать? Да, я могу сказать, что традиционно работа по подготовке к половодью, да, она начинается еще, скажем, осенью, да, и вот это один из этапов, когда в январе-феврале Башгидромет совместно с Министерством природопользования и экологии начинает определять там запасы воды в снеге и так далее. И там различные методики есть осуществления, скажем, уровня промерзания, запасов воды в снеге. И то, о чем говорил Виталий Артурович, это как бы один из методов, который служит для уточнения. Мы ежегодно издается распоряжение в республике по проведению данных работ. Эту работу координирует Министерство природопользования и экологии, и каждый год в зависимости от прогноза, в зависимости от актуальности той или иной как бы методики, они уже определяют, какую работу в этом году проводить. Хорошо, по поводу финансирования. Потому что бытовало мнение, оно много раз звучало, что, возможно, мы имели проблемы с паводком из-за недостаточного прогнозирования, которое упирается в финансирование. Я могу сказать, что у нас такой проблемы в республике нет. Все необходимые те заявки, которые были поданы, они вошли в это распоряжение, и средства доведены. Более того, могу сказать, что у нас есть уникальные технологии, которые в России больше нигде не используются. Например, как вот система гидромониторинга, да, это наша разработка, система Паводок 2.0. Она как раз нужна для того, чтобы мы эту информацию получали моментально. И в этом году тоже очень многие граждане и службы этой пользовались. Спасибо. Системой. Кстати говоря, Эдуард, да, ну, наверное, общий вопрос. Вот та информация, которая от имени МЧС в виде смс-ок, либо каких-то других, да, способов доводится до населения, вы откуда ее получаете? С Башгидромета. С Башгидромета. То есть они за нее несут ответственность, да? Да. А почему они сами не рассылают? В соответствии с федеральным законом система построена так. То есть я и говорил, то есть на базе главного управления создан был штаб, и взаимодействие организовано со всеми структурными подразделениями территориальной подсистемы РСЧС. То есть в нее входят не только те структуры, которые мы здесь видели, да, которые здесь присутствуют, но и другие системы. Это, кстати, очень важный момент. Это же целая система, комплексная система. Комплексная система. Это не просто одно МЧС в каком-то виде отвечает за все это, да, но целая структура ведомств, правильно? Да, и на основе этого прогноза строится работа всех министерств и ведомств. Более 19 министерств и ведомств были задействованы ежедневно, сутками дежурили на базе главного управления в рамках работы по противопаводковой. Владимир Петрович, да? Вот вопрос такой. Небольшой комментарий хотел бы сказать. Да? Вот мы уже слышали по прогнозным явлениям, несмотря на то, что там 20-30%, да, у нас прогноз в целом-то оправдался на 90%. Да, были участки, где у нас резко поднялась, но мы среагировали. А в основной массе все прогнозы оправдались, и прогнозы заблаговременно до всех жителей, которые в зоне затопления были, доводились. Вот как раз, Владимир Петрович, чего не хватило? Какой информации вам, как главе Уфимского района, не хватило в паводок? Вот если сейчас обернуться и понять, вот как бы вам хотелось, чтобы действовали спасатели? Информации было достаточно разная, но дело даже не в информации. Вот любая стихия, она несет определенные все равно затраты. И самое главное, если затраты это делаешь
на предупреждение, вот мы же, Крючевка, наверное, все помните, у нас это Русский юрмашский совет, каждый год отрезала Крючевку от жизни. Но мы перед паводком тоже там подняли мост на 1 метр, 9 труб положили 9-метровых, диаметра 820, и буквально сантиметров, наверное, 20 вода не дошла до уровня поверхности, и люди себя чувствовали. Вилорий, ну, на самом деле, вот вопрос простой, и ответ должен быть простым. Вам хватало информации, да, нет? Ну, Или хотелось бы все-таки побольше? Хотелось бы побольше информации и более четкой, чтобы принимать вовремя, реагировать, да, принимать вовремя меры. Спасибо, мы вернемся к разговору буквально через несколько минут. Руслан, ну вот такого паводка, как в этом году, не было, говорят, 30 лет. Вот интересно, через 30 лет все повторится или все-таки научатся на ошибках? Спасибо. 30 лет спустя, да. Насчет паводка не знаю, но вот наводнение 79 года помнят все, даже я. Но кроме большой воды есть еще и большой огонь. Давай во второй части программы поговорим о пожарах. Как с ними справляться? Давай поговорим. Смотрите во второй части программы. Хватает ли нам сил и ресурсов контролировать стихию? Очень много ущерба было причинено природе. Большая вода и огонь. Честно говоря, о выводах и уроках чрезвычайной природы. А мы, честно говоря, работаем сегодня в прямом эфире. И сегодня мы обсуждаем уроки, которые преподносит нам стихия. Сначала вода, потом пожары. Жаркая сухая погода – подарок для майских каникул и причина особого противопожарного режима. И головная боль для лесников и спасателей. И хотя природные пожары в Башкирии, к счастью, не такие масштабные, как у соседей в Уральском федеральном округе, все же не менее опасные. Давайте посмотрим наш обзор. Необычно жаркая погода для мая и отсутствие дождей привели к ранним природным пожарам. С начала сезона официально зафиксировано 47 случаев в лесах и множество возгораний сухой травы в полях. Это видео с Учелинского района. Пожарные тушат поле сухостоя недалеко от деревни Абдул-Касимова. Успели вовремя, пока ветром не донесло огонь до жилых домов. А это уже Баймакский район. Сотрудники Минлесхоза тушат пламя, которое уже охватило почти гектар земли. Все это неподалеку от деревни Баимова. Сложная обстановка сейчас и в Благоварском, и в Абзелиловском районах. Дым с природных пожаров доносится из соседней Челябинской области. В Башкирии в сезон риска сейчас находятся под контролем чрезвычайных служб. Посты лесоохраны усилены, в том числе и волонтерами из числа местных жителей. Бригады дежурят близ населенных пунктов. Туда переброшена большая часть техники. В ближайшие выходные синоптики прогнозируют плюс 31 градусов по Цельсию, поэтому очагов возгорания может стать еще больше. Ну вот, если коротко, такая ситуация с пожарами, да, и к нашему обсуждению в студии, честно говоря, на прямой связи присоединяется руководитель Центра предупреждения и тушения лесных пожаров Минлесхоза Республики Башкортостан Айрат Юсупов. Здравствуйте, Айрат. Добрый вечер. Вы нас слышите? Нормально? Да, слышим. Айрат, скажите, пожалуйста, как складывается ситуация с пожарами, в части вас касающейся, в этом году? Какие-то есть неожиданности? Ну, неожиданностей нету. В основном это палы сухой травы, которые переходят в лесной фонд. К этому готовы были. Но погода установилась жаркая, вода ушла быстро. Это и стало причиной установления особого противопожарного режима. Мы правильно понимаем? Да. Скажите, пожалуйста, вот все-таки основная причина лесных пожаров – это природный фактор или человеческий? Ну, на данном этапе человеческий. Люди выжигают прошлогоднюю траву, не соблюдая противопожарных мер, не контролируют выжигание, что является ходом. Но каждый год, да, Айрат, каждый год и средства массовой информации, и соответствующие службы проводят огромную работу разъяснительную, что этого делать нельзя. Не помогает, да? Ну, помогает, но не всегда. Мы
вот в части себя проводим беседы со школьниками. По всей Башкирии у нас 8 лесопожарных станций. Наши начальники постоянно встречаются с детьми. Я все-таки думаю, надо с малых лет уже прививать вот это, что огонь в лесу – это большая беда. Понятно. И несоблюдение обычных правил приводит к этому. Понятно. Айрат, скажите, пожалуйста, коротко, да, какие прогнозы вот на ближайшую перспективу, на ближайшую неделю, 2-3, когда будет сухая погода, жарко? Ну, сейчас трава пошла, как бы все-таки не думаю, что уже так будет сильно гореть. Ну, в любом случае, вы к этому готовы, так? Готовы, да. Спасибо, Айрат. Мы еще вернемся к разговору. Вилорий, скажите, пожалуйста, вот как глава района, да, куда выезжают шашлычники со всей Уфы? Эта проблема имеет место быть? Ну, конечно, имеет. Но кто представляет, что такое Уфимский район? Это 34 тысячи домовладений и 46 тысяч садовых участков. Вот представьте себе, 100 тысяч. Это на территории всего лишь людей. Одного района. Это не людей, если в каждом доме же не по одному человеку живет. И плюс ко всему очень большое количество рек, озер находится на территории района, куда люди просто близость мегаполиса города Уфы выезжают, тут же останавливаются и начинают пикники свои организовывать. Вот все-таки безответственность, она имеет место. Есть, я считаю, что человеческий фактор – это главный того, что сегодня происходит с пожарами. Понятно. Эдуард, вы как считаете? И что с этим делать? Да, я вот просто небольшую статистику, вот наш коллега говорил, да, на сегодняшний день у нас 57 пожаров уже лесных зарегистрировано, да, которые дознание по ним проводят. На всей территории республики? Да, на территории республики. Дознание по ним проводим мы, да, и на сегодняшний день, я хочу с уверенностью сказать, 83% пожаров, по которым уже дознание проведено, это человеческий фактор. Подавляющее большинство. Да, это неосторожное обращение с огнем. Как наказываются люди? Их находят те, кто поджигает? Находят. На территории республики в соответствии с указом главы республики введен особый противопожарный режим. И на люди территории... как наказываются? Те, которые вот находят их? Кто пожар вплоть до уголовной. То есть предусмотрена административная ответственность, но при нанесении ущерба экологии вплоть до уголовной. А есть цифра количества привлеченных хотя бы к административной ответственности? К административной ответственности, я опять-таки говорю, это комплексный подход. У нас создано 868 патрульно-маневренных групп, которые выявляют. На сегодняшний день составлено около 2000 протоколов. Это органами местного самоуправления 777 протоколов. Это на всей территории республики? На территории республики. Это цифры вчерашнего дня. 777 протоколов, это по статьям 6.2 и 6.22 и 6.3, это Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях. И органы государственного пожарного надзора. Понятно. Мы все помним, как в прошлом году в Бурзянском районе был мощный лесной пожар. Какой урок из этого вынесли жители и власти района? Давайте послушаем. 2000 гектаров только площадь выгорания в Башкирском государственном природном заповеднике. Очень много ущерба было причинено природе. И основной причиной возникновения пожара причина природная. Это молнии, которые бьют на самые верхушки участков. И, соответственно, тушить их на первых порах – это очень трудная задача. Несколько раз проводили пробные тренировки в этом году. Пока природа нас, по крайней мере, не беспокоит, лесных пожаров в этом году у нас нет. Точнее сказать, зафиксированных нет. Не зафиксированные, конечно, случились. Мы даже без их фиксации в системе МЧС сумели быстро их локализовать и ликвидировать эти пожары. В горах, в лесах у нас связь, сотовая связь не ловит абсолютно. И необходимо людей, чтобы обеспечить в первую очередь их безопасность, чтобы их вывести, нужны средства связи. Прошлый год, конечно, для нас был большим уроком. Я надеюсь, что для средств МЧС тоже он был хорошим уроком, потому что без тяжелой техники, как сказал, именно находящейся на территории районов, бороться с пожарами, лесными пожарами, это задача непосильная. Вот вопрос, Кирилл Сергеевич, к вам. В Бурзянском районе как сейчас с техникой предупреждения лесных пожаров? Какая помощь им оказывается?
Да, как раз на этот пожар в прошлом году я сам лично выезжал, да, и участвовал в организации тушения этого пожара. На место также там выезжал заместитель премьер-министра правительства Республики Сагитов Игорь Григорьевич, и провели заседание КЧС. Там также были даны поручения по выделению дополнительной техники как в район, выделили так ее? и технику выделили и ежегодно выделяют. Это в том числе для добровольных пожарных команд, которые именно в первую очередь помогают, в том числе это будет следующий вопрос. защищать населенные пункты. Да, и непосредственно на этом пожаре в прошлом году в заповеднике участвовала вся подсистема Башкирской территориальной РСЧС. То есть там выделяли технику и энергетики, Кирилл, тяжелую. Эдуард, поэтому... скажите, пожалуйста, вот мы часто слышим и видим, да, что волонтеры и общественники принимают активное участие, особенно в тушении лесных пожаров на территории района. Без них справиться не получается, нельзя? Нет, зачем? Мы справляемся, но привлечение волонтеров, людей с открытым чистым душой, да, местных жителей, позволяет нам сократить время реагирования и нанесения ущерба, в том числе и природе. Это, безусловно, полезно со всех точек зрения, конечно. Да. И в этом году мы пошли дальше, то есть мы в этом году совместно с Министерством лесного хозяйства организовали их подготовку и обучение. У нас на сегодняшний день 22 волонтера подготовлены, обучены и обмундированы, они готовы к реагированию. Неравнодушных людей. Да. Ну вот, да, скажите, пожалуйста, все-таки вот мы сегодня обсуждаем выводы. Мы правильно понимаем, что выводы, они в том, чтобы принимать какие-то комплексные решения на основе точных прогнозов? Кирилл. Совершенно верно, и мы работаем как раз над тем, чтобы эти прогнозы с каждым годом становились более точными. Точными. Говори. Да, согласен с этим. И самое главное, вот то, что Эдуард сказал, здесь ведь волонтеры, или так как называем оперативные группы, которые есть, они... Волонтеры — хорошее название. Да, они иногда прибывают вперед пожарных служб, когда вот пожар обнаружен, и уже на начальной стадии его гасят. Поэтому это очень важный момент, который сегодня служит вот именно по ликвидации стихийных каких-то очагов, которые возникают, особенно по палу травы, еще где-то там на территории. Это очень важно. И, Эдуард. Точность прогноза, но и самое главное, готовность населения. То есть у нас все население, оно всегда думает, что это с ними не произойдет. С ними не случится, да, и когда с ними это случается... Да, у нас 90% это все-таки это... Это касается хоть паводка, хоть огня, пожаров, хоть каких-то других там, стихийных каких-то, да, проявлений. Да? Да, то есть это неосторожное обращение, так скажем, и несоблюдение элементарных требований безопасности. Ну, все-таки информации хотелось больше. Да? Система оповещения населения, профилактика, то есть... Кто этим должен заниматься? Этим как раз органы местного самоуправления занимаются, органы власти, которые через средства массовой информации оповещают. У нас, вот, допустим, в районе 2 системы Ксион установлены, которые по громкой связи оповещают. Есть чаты, есть сайты администрации района, есть просто газеты, через которые доводятся до людей меры предосторожности в тех или иных случаях. Информация очень важна. А вот, Эдуард, скажите, пожалуйста, вот история с пожарными извещателями, они на самом деле такие эффективные, что их надо вот внедрять повсеместно? Конечно, на сегодняшний день у нас только подтвержденных случаев более 500, из них 199 детей, да, где это подтвержденные случаи. Это реальные цифры. Да? Это подтвержденные, это когда извещатель сработал, да, люди спаслись, но мы реагировали. А сколько неподтвержденных, то есть когда вовремя что-то отключили. Главное, спасли. Да, главное, на самом деле, это спасенные человеческие жизни. Да. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые гости, за такой предметный, конструктивный, главное, честный разговор. Да? Но вот мы все требуем ответов от МЧС, чрезвычайных служб, чтобы они сделали выводы. А ты вот сама, Алсу, какие выводы для себя Мне кажется, что история, конечно, не терпит сослагательного наклонения. Наверное, могло быть лучше, но могло быть и хуже. Я верю в то, что все наши службы сделали все, что могли. Ну, честно говоря, я для себя всегда имею в виду, что могло быть и хуже. Так всегда проще. Честно говоря, чрезвычайная ситуация потому и называется чрезвычайной, что требует особого напряжения сил. Как в той сказке, для того, чтобы благополучно добраться до цели, герою надо пройти через огонь, воду и медные трубы. А я бы от себя добавил еще и про опыт, сын ошибок трудных. Главное нам научиться спокойно извлекать уроки и делать правильные выводы. До свидания, берегите себя и своих близких. Смотрите, честно говоря, на канале БСТ и во всех соцсетях страны.